Анжелика, что тут творит? Тесто оставалось. А, тесто оставалось, да? Это будет хачапури или что? Или типа того? Типа того. Типа того, я поняла тебя. Пародия на хачапури. Нужно создать атмосферу. Да тише. Я прошу вас, народ. Чего? Анжа, ты уже одну поставила, да? Да. Так ты вообще чудо из чудес. А не поделитесь рецептиком? Нет. Нет, да, ну, настоящий повар не дает, говорит, рецептов. Горячий. Или пицца, или... Что это? Варенье очень, да, вишневое. Армянское. Вот у Анжелики тут. Пожалуйста. Это ты его где брала? Я же тебе говорю, в Махачкале в магазине. Так, а у нас есть колбаса, да? Да, я еще купила белая черешня. Мам, вот это тоже попробуй. Вот это вот рядом. Да. Посмотри, ну что, по-моему, у нас белая черешня. Ты тоже там брала. Тамара называется серия. Там и черника, они разные. Еще знаешь, мам, с орехов, зеленых орехов есть варенье. Я, правда, никогда не пробовала, но говорят, очень вкусно. А, это так. Да, попробуй белую черешню тоже. Нет, это слена. Опа. Это, наверное, такое, как Угощайтесь. как мы в этом. Шашлычное всегда бывает, да. Попробуйте, угощайтесь. Вкусно, да? Точно такое, как дома. А сколько оно стоит, баночка? Ой, мам, что-то не дешево. А сколько? Знаешь, 200 с чем-то, допустим, 270, 260 в пределах такой суммы. Но оно того стоит. Знаешь, Я вроде хорошо. бы как вот и компот вишневый, я вообще вишню не очень люблю. Но это вкусно мне. Да. Какая-то мелкая вишня, такая косточка от нее тут маленькая. Ну, это армянская. Из Армении привезли, но там они разные-разные. Я давно пытаюсь, хочу попробовать с орехов, говорят, вкусное варенье, но никогда я еще не... Так это в Махачкале или в Хасавюрте? В Махачкале. Ой, да их могут быть в разных, может быть, не присматривались, в разных магазинах могут быть. Уже смотрю. Тут еще нас ждут сюрпризы. С колбаской. Одну попробовали, ой, вкусно вообще. Ты готова ждать сюрприз? Да. Ты что, красный пояс? Ну, София у нас это, после ванны. Сейчас же приедет уже этот Дед Мороз. Привезет сейчас дополнительно подарки, он сказал, что... А туда зайдет? Ну, я не знаю, вряд ли, но он сказал, что везет какие-то подарки. Это ты и есть. М? Чтобы ты что-то было, чтобы горело, Итак, Дед Мороз сказал, что опять сейчас ждут детей сюрпризы. Почему? Потому что они не баловались. Не, сейчас София, мне кажется, все-таки Ну, мне нравится этот пончик. посетит свою кроватку, как вчера. Дед Мороз только обрадовался, говорит, дети не баловались, вели себя отлично. Сегодня ездили на фуре. Да? Вы ездили на фуре? И кушали. Гаяка, И Абдурахман, еще мы мыли фуру. а Гаячка весь суп зеленый съел, борщ. Весь причем. Я И первый. 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 И я первый. Представьте, самый первый съел. И давай очень. Ты вторая съела, да. Ага. Я А ну-ка, давайте. О, вау! Ничего себе, Дед Мороз. Вот этот мой компот. Ух ты! Послезавтра хотим. И сумка, смотрите, подождите, дети. И маленькие шарики 3 кота. И еще подарок здесь какой-то. Что-то в мешке. Смотрите, какой-то подарок еще в мешке есть. Вот это да, новогодний подарок. Вот это да. Другой компот. Давай, Весна. Вот этот компот. Пошли. Давай, давай. Вы сюда становитесь, сюда. Потому что там не всех можно показывать, поэтому вы становитесь сюда. Ой, как красиво.
У Анжелики тут у нас идет, она напекла нам разные вкусноты. Сейчас у нее генеральная уборка, тут все. Сейчас, представьте, и маленькие шарики. А маленькие шарики это вообще сюрприз. То есть вне заказа, это чтобы порадовать маленькие. Тоже трикота, кстати. Большое спасибо Деду Морозу. Большое спасибо. Сейчас будет праздник всем. Так у Вот. нас уже праздник был. Как? Еще долго праздник. А еще дай будет. молоко. Это чей? Этот Гаячкин, полосатик, да? Только аккуратно, пожалуйста, У шариками. нас такой же был. Потому что в тот раз София чем-то зацепила, и он начал сдувать. Становитесь около елочки, пожалуйста, проходи. А этих по два им сделай, по два. Привет, компот. Ой, О, привет, компот. О, они друзья, да? Так, это Гаячки два, а это Софишки два поровну. Всем поровну, чтобы не было ссор. Мам, я тоже туда девочку хочу. Вот это сюрприз. А ну-ка, помощник Деда Мороза, тем временем расскажи, покажи, что нас ждет тут. А давайте посмотрим, что Дед Мороз еще отправил. Он говорит, мне кажется, дети бегали, запыхались. Может, им что-нибудь выпить, каких-нибудь напитков приятных? Ой, что он отправил. Ой, что он отправил. Он вообще Дед Мороз. Смотрите, что он отправил еще. Дети, как он вас любит, Дед Мороз этот. Вот это да, праздник. Он еще поздравительные всем отправил. Это тебе поздравительные, это Да, вот тебе. это тебе. Да. Вот, смотрите, 3 кота, шоколадка, это разделим напополам. Шарики напополам разделим и шоколадочку. По баночке пепси деткам. И открыточку поздравительную от Дедушки Мороза. Чё Правильно? открыть? Совершенно верно. А это другим деткам маленьким он передал. Анжеле и Висхану. У нас же еще детки есть, не только вы. Ну что нужно сказать Деду Морозу? Спасибо. Да, да. Давайте вы пройдете к елочке еще немножко. Софишка, идите к елочке. Вы же даже на фоне... Гаячка, бери свои 2 шарика остальных. Мне кажется, стоит сейчас... Проходи, Софиш, к елочке, проходи. Да. Мне кажется, сейчас нужно повторить стихотворение. А вдруг дедушка старый, глухой и не слышал? Поэтому давайте еще раз расскажем дедушке стихотворение. Он говорит, из лесу шел, устал сильно, замерз дедушка, старый я, говорит уже, плохо слышу. А? Давайте, начинаем с Абдурахмана. Абдурахман, громко и не спеши, давай-ка. Скоро Дед Мороз идет, нам подарки принесет. Яблоки, конфеты, Дед Мороз в руке. Молодец. Ты слышал, Дедушка Мороз? Ты слышал? Он же вас слышит. Он видит. А ну-ка теперь, Софиюша, стихотворение. Не спешим, громко. Вот наступил заветный час, куранты бьют 12 раз. Вместе водя хоровод встречает дружно Новый год. Совершенно верно. Вот, дедушка, теперь ты услышал. Вот такие детки у нас не балуются, они рады. Они теперь будут... У них у каждого по 3 котика теперь, правильно? Большой котик и маленькие котики. Вот. Дедушка Мороз, знаете, что еще сказала? Я отправлю разных котиков, чтобы детки не ссорились. Мальчику полосочку, а девочке вот такой котик отправлю, чтобы детки не ссорились, он сказал. Понимаете? Он очень внимательный, дедушка. Он просто старый, и у него немножко со слухом проблемы. Ну, уже старенький, плохо слышит. А почему он не пойдет к врачу? Так уже к врачу. Ты сама рассказывала про бабушку стих. Уже старость пришла, уже врач, к сожалению, не все может вылечить. Гаяк, у меня тут твой котик есть. Иди Ну, в общем, сюда. все, вы рады, да? Иди сюда. Вот, и шарики, и вот еще 3 кота что-то тоже. Жевательная резина, 3 кота. Смотрите, это жевательная резина, 3 кота, жвачки. И у Гаячки есть, и у Софиюшки есть. Это. А здесь шарики шоколадные в глазури. И открыточка, где Дед Мороз поздравляет Абдурахмана. А здесь Дед Мороз поздравляет Софиюшку, вот здесь вот. Каждому своя открыточка. Гаяк, давай открывать вот это. 3. А как там песня была? 3 кота, 3
Поста. 3 кота. коробки. Ну, я вижу, и Анжела развеселилась. Может, Анжела шариками станет на фоне елки. А я уже открыла свою пепси. Умничка, Абдурахман, умница, хороший парень. Ура, ура, 3 кота, ура. Да, Гаяк? Гаяк, а почему ты тебе два шарика могут обидеться, что ты их бросаешь там? Это же 3 кота, они же вместе, дружная семья. Они могут обидеться. На семью. Да. Где их папа? А? Где их папа? Поехал на заработки. Скоро привезет много денежек. А следующий праздник у нас будет. Весна. Следующий праздник будет в марте. У нас у А Гаячки потом апрель. день рождения. И киса постарается, если будет жива и здорова, сделать для него вообще один очень такой сюрприз. Очень-очень-очень большой. Мама. Ну, первый Гаяк, а потом тебе. Всем по очереди. У тебя же в мае день рождения, а у него в марте. Киса сделает яркий праздник. Постарается сделать. Если к тому времени все будет нормально, будем живы-здоровы, Гаячку ждет большой праздник. Киса уже придумала, что сделать. Все. А теперь будем пить чай. С чем там Анжелика нас побалует сегодня? Девчонки, хотела показать вам вешалку, которую приобрела. И также сказать, наконец-то показать наши шубки с Анжелой. Потому что вы все часто... Опять это слово паразит, я прошу меня простить за это слово. Многие, да, просили, чтобы показали. Но сейчас, в данный момент, это новинки вышли. На колесиках, девочки. На колесиках они ездят, смотрите. Вот, поехала куда хочешь, да? Вот, приехала. То есть она ездит, эта полка, на колесах для одежды. Многие люди ее используют, также могут обувь ставить вниз, ставят каких-то там своих в коридорах, куда-то ставят, могут свои вещи повесить. Многие используют для сушки вещей, то есть платья, там выходные, костюмы, да, прям на вешалочку вешают, и они сохнут вот в таком виде, да. Каждый, как говорится, с ума сходит по-своему. Я, например, купила, чтобы часто не рыться в шифоньере, вот мы повесим к себе, я занесу к себе в спальню. Вот, я видела наподобие у Миланы в Ахмад-Юрте, у нее там тоже полка стоит, там ее супруга, военные вещи, их не повседневные, которые пользуются, да. Я, например, я еще не до конца закончила, но я просто говорю, вот, то, что мы с Анжелой одеваем, там халаты, это все. Софишкины вещи в садик. Это костюмы у нее двойки, вот такие велюровые у нее находит садик, разноцветные костюмчики с брючками. Ну, мы повесим сюда брючки еще, конечно, застегнем. Это все, и еще все остальное. Просто я привезла эту полку, ее только недавно сложили, скажем так. И очень удобно на вешалочку повесить, раз, платье простернуть, во влажном виде тут же повесить платье на вешалочку. И все, костюмы у нее вот эти велюровые, как я и сказала, идут с брючками. Очень хорошие костюмчики. Вот как платье велюр, очень хорошие. Они, эти костюмы, по 1500. У меня есть, продаю я их. Очень-очень хорошее качество, девочки. И тепленькие, и спинка закрыта. Она как туничка, нижняя кофточка, штанишки. Тут спинка все это согревает. Ну, в общем, я хочу все остальное тоже, знаете. Гаяк, можете чуть потише? Не балуйтесь. Я хочу все ее вещи вот на эту сторону повесить. И утром все, стало в садик. Какой-то костюмчик сняли, все, чтобы это было на виду. Вот. Ну и сейчас я... Девочки, как говорится, раз уже начали, да, обзор, так, пошли дальше. Не знаю, с чего начать. Но, как я обещала, показать наши шубки с Анжелой. Правда, все просто, реально говорю вам. Просто реально не было времени. Вот реально, это что? Это Анжелина юбка. Думаю, это же не от шубы. Но это я потом покажу. Еще такая строгую юбку она купила. Но она хочет чуть подрезать.
Это я покажу, с какой курткой она купила себе. Ну, в общем, они у нас как бы идут одинаковые, только размеры разные. Вот что ее, что моя, да, только размеры разные. А вообще, но у меня же 56-й был размер или 50? Какой? Ну, ты смотри, прям. Где писали тут размеры? Кто знает. Где-то же я их смотрела. Ну, в общем, сейчас разберемся, чуть покажу. Может, на этой есть. Ну, это 54, это Анжелина. Значит, моя, потому что мы брали, именно нам нужно было, чтобы посвободнее. Значит, моя 58. Не 56, а 58. 56 я одела, она была такая, мне хочется, чтобы прям свободная была, да? Это значит Анжелина. Да, размер 54, это, наверное, Анжела. Ну да, это Анжелина. Да, ну вот такая вот шубка, посмотрите. Шикарные шубки очень. Ну и моя ж такая точно. Точно такая. Здесь написано. Ну, натуральный мех. Размер я почему-то не знаю, почему я нигде я видела размер. Мы еще их мерили, когда одевали, может, на этикетке. Ну, в общем, они абсолютно одинаковые, девочки. Шубки у нас абсолютно одинаковые. Я вам хотела их показать. Вот. Шикарные, шикарные шубки. Просто шикарные. Очень красивые шубки. Просто я даже думала, что мы оденем там, пусть Анжела там хоть и отвернется, но платок на голову оденет. Ну, как-то, чтобы, в общем, вы увидели вид. Ну, может, мы так тоже покажем. Я обещаю, сделаем. Дайте немного времени. Просто мы очень загружены. Сейчас особенно праздничные дни. Сегодня у нас какое число? 4 или 5? Ну, это цвет уголь. Ну, это Анжелина, да. Потому что я себе в размер не брала. И Анжела брала, чтобы была побольше, и я. Ну, очень красивые. Очень, да, они прям один в один. У меня даже документы есть, я потом покажу. Я знаю точно, что у нас есть на эти шубки документы нам выдавали полностью. И золотую карту нам дали. Там я точно скажу размер свой. Вот. А этот Анжела еще купила себе под тоже одевать. Оно здесь платье велюр, а низ вот такой вот делать. Но это надо нагладить. Это еще новое платье. На нем даже есть этикетка, да, по-моему? Да. Есть этикетка. Это Анжелика себе. Да, есть этикетка на нем. Это новое платье. Запутается вечно. Ну, в общем, что я хочу показать, что рукав здесь вот такой идет, а здесь велюр. И смотрите, вот так вот рукавчик идет, очень такой. И здесь тоже вот как такое, как гладкая такая материя, как она называется точно. Не могу сказать, но вот здесь вот такой дорогой, красивый велюр. На ней она длинная, высокая, на каблуке. Сверху шубу она одевала, сегодня маме показывала. Вообще идеально. Идеально смотрится. Вот. И, ну, это юбка. Вот. Это юбка тоже. Это она купила вот юбку недавно. Юбку она купила с этой курткой себе. Сейчас покажу. Пуховик купила куртку. Вот тоже. Вот такая вот, девочки. Сейчас повешу тоже сюда, чтобы вы могли видеть хорошо. Это у нее, по-моему, М-ка. Да? Или что это? Не знаю, в общем, что это. Ну, в общем, ей очень нравится. Вот такая вот куртка. Пуховик.
называется. Очень-очень теплый. Очень-очень он теплый. Посмотрите. Красивая такая. Она мерила вообще с юбкой. Юбка идет как карандаш. Сейчас я пока выключу, чтобы поправить. Ну, вот так вот, девочки. Вы видите, да? Теплая, хорошая. Отличного качества. Вообще супер. Супер-супер. Теплая-теплая. Анжела говорит, мам, как я ее как одеваю, вообще, у меня такое впечатление, что, я не знаю, хоть на север меня отправляй, я в ней не замерзну. Капитальная хорошая куртка. Вот. И шубки красивые. В общем, может быть, на днях или сегодня даже оденем именно и снимем видео, что вот именно как смотрится, потому что я знаю, многие просили. Вот. Не все, а многие, но тепло. У нас недавно был такой холодный день. Просто холод, девочки. Реально говорю вам. Невозможный холод. Я была в шубке своей. Я вообще ни грамм не замерзла. Ни грамм я не замерзла. Вот реально говорю вам. Просто ни грамм. Мне вот эта штучка, вешалка сама она. Очень хорошая вещь. Эти, конечно же, я в шифонер повешу на место. Вот. Ну а так, свои повседневные вещи, раз, взять. Софишки там садик, пожалуйста. Все готовое. Костюмчики, все настиранное, все аккуратное. Взял и, пожалуйста. И очень хорошо. Ну, вот такой обзор небольшой я хотела вам сделать сегодня. У нас, знаете, что у нас Висхан поехал в Ахмат-Юрт сегодня за мебелью. Привезет сегодня мебель. Потому что мебель, которую мне подарили, я до сих пор так еще и не забрала. То у нас Анжела пекла. Мы пили чай. Вот. С вареньем. Заваривала чай на такой фруктовый, скажем так, чаек. Очень-очень вкусный. Но это мы попили чай и сейчас будем заниматься делами. Вот. А Висхан поехал, я тогда все, домой мебель привезут, я аж тогда все покажу, все расскажу. Это вешалочка она такая, ну, Софичкины вещи кое-что можно будет, в принципе, повесить. Вот. Вот такие вот дела. Такие у нас были в том месяце покупки. А мебель в новый дом, наверное, занесем пока. Что с Ахмат-Юрта везут, я вам тогда все покажу. Ну, а тут все. Идет подготовка. Бабушке голову помыли. Софишка высушила феном. Сейчас бабушке макияж наводит. В общем, ну, что еще надо? Жизнь удалась. То чувство, когда жизнь удалась. Товарищ стилист, вы бы у себя на голове навели порядок. Некогда. На себя клиентов много, да? Да. Не хватает времени. Вот это дело, Так, сделай. Так. еще. Все. А сейчас немножко тут. Давай, Нужно давай подкрасить. немножко. Я одну сторону только накрасила. Ну, так а что, все? Еще. Вроде бы пойдет. А? Пойдет, да. Для сельской местности за третий сорт сойдет, да. Так а ты сделала кремом, помазала лицо вначале, защиту сделала? Мы сделала. Да. Вот защита. Да, и руки кремом она мне помазала. И руки кремом помазала, да? И волосы высушила, да? Да, Расчесала, да? да. Так, а сейчас блеск. Ой, блески только не на блеск. Ну чё, ну для- Давай, тогда мне да. Эти блески ничего. Давай. Когда они блеска смываются. Это ж, наверное, все дорого будет, да? Стоит. Сколько вы Это берете? дорого выйдет денег? 100 Сколько? миллионов. Ой, 100 миллионов. мне жизни не хватит. Ты работаешь? Софиш, ну бабушка, можно было немножко Скидки у подешевле? вас есть? Есть скидки новогодние? Вообще-то
теперь уже все бесплатно. Да? А с чем это связано? Ни с чем. Так, а если людички другие захотят записаться, им тоже бесплатно? Да. Да. Все бесплатно. Вот, понятно. Так что Иди хоть записывайтесь. зеркало покажи. А бабушка красавица Подожди, вообще. подожди. Духи давай. Духи ж Давай, надо еще. Давай как раз прорекламируем духи. Выбирай, какие духи. А какие у вас есть? Вкус персик апельсиновый, а вот это... Персик апельсиновый. А ну-ка. Персик и вишня. Это А вишня. вот это вишня. Да, Том Форд. Так, какой ты Ну выбираешь? да, я повыдаю. Ты ж Так, два ты запаха сама. покажи. Так, понюхай. Вкусно пахнет. А теперь... Все, понюхай. Так что ж вы на одно место двое. Ой, эти вообще вишни. Вишни. Тебе больше какие нравятся? Ну, вообще-то персик нравится. Ну это не персик. А что, оранжевый он же персик? А, ну мне больше нравятся оранжевые. Я вообще без ума от них. Вот Не, эти. бордовый, вишневый тоже ничего, но персик вообще. Это ж Анжела мне купила персик. Да? Хочешь, могу тебе подарить. Так, все, так. Да уже Ты ж подарили, наряженная. Тебе Дольче Габбана подарили, бабушка. Так. Шубу Норкову подарили, Дольче Так, Габбана. смотри на себя. Уход какой-то, я вообще не представляю. Ну, ну-ка. Духи там хоть заберегла. Красиво бабушка. Красиво, Я ожидала бабушка. хуже. Ты уже знаешь. Друзья, пришел наш долгожданный чай. Мы его долго ждали. Обязательно, смотрите, лицензия есть. И что я хотела сразу сказать, девочки. Вот как-то я, знаете, побаивалась этого момента, и я под него попала сама же. Я, когда купила первую пачку чая, я пила, у меня прям результаты были, знаете, огромные вообще. Я вообще, знаете, я не знала, куда себя деть. Мне хотелось бегать, творить что-то. А вот когда я начала вторую пачку пить, я вот думаю, что-то не то. Вот что-то, ну что-то, вот, не знаю. На что я обратила внимание, когда этот чай пришел, да, и вспомнила тот свой первый заказ. То, что здесь не было этого знака, вот то, что вот лицензия, вот этого знака на упаковке не было. Это раз. Во-вторых, вот здесь, видите, написано, а тут этого нет. Потому что, остерегайтесь, на самом деле много подделок. Нам прямая доставка пришла, это с Турции, да. То есть здесь нету никакой подделки совершенно. В этом мы сомневаемся. Вот посмотрите состав. Читайте состав. Вот, турецкий чай, все здесь. Просто, знаете, я вот по своей пачке, я поняла, что что-то не так. Здесь, да, я помню, что на той пачке была первая, что я вспомнила, и чего не было здесь, да, это я помню, 100%. И то, что вот надписи нет, пожалуйста. Поэтому вот так вот. Чай пришел, чай есть в наличии. Я эту пачку уберу, начну сразу пить настоящий чаек, потому что я уже чувствовала, что что-то не так. Чай есть в наличии, он чисто сделан на травах, девочки. Здесь только травы, здесь нет никакой химии совершенно. Совершенно нет никакой химии. Чай, значит, по 3000. Вот, 3000 стоит. Анжела себе заказала кофе. Кофе, конечно, значительно дороже. Значительно. Прям значительно дороже этот кофе идет. Оригинал. Все, у нас все оригинал. Потому что я как начиталась отзывов, ни одного нормального отзыва. То коробка пришла открытая, то одного пакета не хватает, то никакого действия не дает. Это все, вот эти все вот подозрительные вот эти вот Валберс, все вот эти системы, я лично им не доверяю. Я там плохие отзывы, я у них никогда ничего не заказывала. У них ОМС кастрюли 16 тысяч стоят. 16, 17, те, которые мы продаем по 9. Дальше никого слушать не хочу. Если кому-то нравится, хотят заказать, ни в коем случае не отговариваю. Я не говорю, нет, берите у меня. Я просто знаю, что у меня это оригинал.
Все, до свидания. Я это знаю. Кто хочет заказать по 200 рублей пачка, пусть пьют, хлебают. Я ни в коем случае не противник этого. И не буду говорить, ой, это не надо, там берите у меня. Берите. Но свой чай я знаю. Вот с той первой партии у меня была первая пачка, да? А потом я покупала на руках вторая, потому что эта посылка еще не пришла. И что мне досталось, я тоже знаю. Различия есть. Не было ни этого знака, ни этих знаков не было. И вообще по напитку я уже, по вкусу и по своим ощущениям вижу. Я же говорю, меня остановить было невозможно. Я могла целый день бегать, как, я не знаю, извините, как гончая лошадь. Вот реально говорю. Я чувствовала, что у меня нет сил, но мне хотелось творить. Мне вот это вот на рынке, там эти упаковки грузить, то, что я до сих пор там вялая какая-то. У меня энергия, потому что на травах чай, на травах. И это Турция, да? В Турции турецкий товар есть турецкий товар. Тут уже, как говорится, ну вот так вот. Поэтому желающие, кто есть, пожалуйста, этот чай в доступе. Его у нас продают в Чечне очень-очень-очень много женщин, да и по всему миру тоже. Женщины занимаются, у них группы свои есть, они продают. Вот, мой чай вот такой, цена моя вот такая, у меня гарантия качества есть. Ну, вот так вот. Киса, продолжаю свой видеоотчет о полученной посылке. Нашумевшие светофоры. Давно на них смотрела, давно к ним присматривалась. И вот они на моей кухне. Очень довольна, очень качественные, просто супер просто. Это то же самое, что можно их назвать и матрешки. Одна в одну, занимают мало места. Легкие, удобные. Я уже пользовалась, уже применяла их на своей кухне. Мне понравилось очень. Все пластиковые тазики, вот это все поубирала. Компактно. Ну, просто. Я не знаю, советую всем и буду советовать. Это незаменимая вещь на кухне. Сложил одну в другую. Вот, пожалуйста, и все также и убрал. Мало места занимают. Но это просто для любой хозяйки на кухне это находка. Моются чудесно. Промыла, салфеточкой вытерла, одну в другую составила, убрала. Красота. Если бережно относиться, мне кажется, это хватит на долгие-долгие года. И еще в чем преимущество, что мне в них понравилось. Все-таки это нержавеечка, они не скользят. Поверхность здесь у них как бы силиконизированная. Не скользят, не лопнет, не треснет. При бережном использовании прослужит много-много лет. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Добрый день, киса. Вчера получила вашу посылку, долгожданную посылку. Самым долгожданным в этой посылке была посуда. Кухонная посуда. Это 4 кастрюли. Здесь вот один, наверное, он идет как сотейник больше. И сковороду. Хочу оставить вам такой отзыв по поводу этой посуды. Посуда шикарная. Просто шикарная. Самое, что меня приятно удивило, ее хранение. Кастрюлька в кастрюльку занимает очень мало места, очень удобно в хранении. Это по поводу хранения. По поводу качества. Качество этой посуды меня просто изумило. Качество шикарное, просто шикарное качество. Сковороду я уже вчера пользовалась в приготовлении сковородой. Понравилось очень, ничего не пригорает. Моется с каплей ферри. Вытерла сухой салфеточкой. Все, вся блестит, вся просто шикардос. Пыталась найти изъяны в этой посуде. Меня смутила крышка. Крышка смутила в плане того, что как мне сфокусировать, у нее неровный край. Неровный край у этой крышки. Самый-самый край неровный. Вот. Сейчас на камере это заметно.
Но в процессе готовки я поняла, что в обычных крышках вот здесь есть дырочки для отвода пара. Здесь же отводится пар вот непосредственно вот из-за этих выпуклостей, неровностей крышки. Очень мне понравилась посуда. 4-я кастрюлька тоже есть. Она у меня вот уже занята, уже в использовании. Огромное вам спасибо. Вы огромной души человек. Спасибо за терпение. Мы с вами долго списывались, мы с вами долго обсуждали, перетирали, переговаривались. Я очень хорошо понимаю, что я такая не одна, нас таких много. И вы всем уделяете время, вы всем отвечаете с терпением, с чувством юмора, с чувством толка и расстановки. Огромное вам спасибо. Общалась с приятельницами со своими, мне все говорили, как ты так отправляешь такую сумму денег, а вдруг обман, а вдруг тебя просто заблокируют, и ты никого нигде не найдешь. У меня не было ни чуточки сомнения в том, что это будет так. Я не знаю почему, но доверилась. Доверилась, поверила, и я не ошиблась. Огромное вам спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за ваше, понимаете, такую нотку в характере всем угодить. Всем практически. Это стоит дорогого. Этот мой был первый заказ. Следующий мой будет заказ тоже посуда, но уже для обычной плиты, не для индукции. Это у меня вот индукцию вы мне прислали. Цвет, сама, вот понимаете, как вот эта кастрюля в руку берется. Вот до такой степени это удобно, до такой степени приятно, даже мыть ее приятно. Очень хорошая посуда, очень. Я ее рекомендую теперь всем своим знакомым, всем, кого знаю и кого не знаю, что это супер. И цена для этой посуды. Но если исходить из того, что нам предлагает рынок и магазины, эта цена сносная. Поэтому еще раз большое спасибо вам, всей вашей семье, за ваши хлопоты, за ваши вот эти разъезды, за вашу суету. Огромное вам спасибо. Киса, продолжаю свой фотоотчет. Постельный комплект. Это полуторка. Комплект уже после стирки. Я вчера получила, постирала. Гладить я его не гладила. Вот он в таком виде, какой он после стирки. Качество, ну что могу я сказать по качеству? Скажу так, буду ли я еще заказывать у вас такую постель? Да, безусловно, буду. Качество супер, просто супер. Вот то, что вы показывали, расцветок вы мне сбрасывали, такой он и есть. Супер, полное, как сказать, полноценное одеяло. Пододеяльник уже сюда я одевать не буду. Полноценное одеяло. Теплое одеяло. После стирки, ну, конечно, это была первая стирка. Ничего, абсолютно ничего. Я его не гладила. Вот как оно высохло у меня. Вот я его просто сейчас сняла, свернула. И вот я вам показываю. Как оно высохло, так оно и есть. Ничего абсолютно с ним не случилось. Ни ниточки, ничего. Стирала при температуре 40 градусов на 30 минут. Просто добавила ополаскиватель, как вы рекомендовали. Мне очень понравилось. Просто супер. Постельное белье только от Кисы. Больше нигде и никак. Огромное вам спасибо. Опять-таки, повторюсь еще раз, приходишь, хочется, когда за постельным бельем приходишь купить, хочется потрогать, как оно, чего оно. Здесь просто ваше одно слово. Супер, 100% качество. Огромное вам спасибо. Я вам очень доверяю, очень
Очень-очень-очень рада, что вы у меня есть. Большое вам спасибо. Дорогая киса, сегодня получили посылку. Это такая красота, красотушечная, необыкновенной красоты все. Просто не можем насмотреться. Девочки, изумительно все, изумительно. Я уже подумываю о втором заказе. 3 дня я выбирала, потому что очень огромный выбор на базе. Вот 3 дня выбирала. Это подарок доченьке моей. Приданое будет. Это вот красивые такие металлические подносы киса посоветовала. Я с ней полностью согласна, что надо брать 3 штуки. Как раз маленький, средний и побольше. Это вот замечательный набор досок. Опять-таки, дочка моя любит с тестом возиться. Любит выпекать то блинчики, то тортики, то какие-то плюшки, ватрушки. Это вот ей будет как раз самое-самое то, вот эти досточки. Так, ну это вот полотенчики такие шикарные, Versace. Яркие, нарядные, очень. Это вот такая матрешка с изумительно красивым рисунком. Фруктовым. Можно тут и салатики ложить, и всякую всячину. Это вот замечательная хлебница такая. Шикардос. Она, девочки, керамическая. Это не пластик. Это керамическая хлебница с хрустальным набалдашничком. Очень нарядно на столе будет, богато смотреться. И я Кисе благодарна тем, что вот она посоветовала мне взять вот этот набор из 12 предметов. Там лопаточки, половник большой, половник маленький, ложечки, всякие вот метелочки. Очень хорошо, как раз вот то, что необходимо хозяйке на кухне. Ну, набор ОМС, само собой, это роскошная вещь. Еще раз повторяю, дочка любит готовить, печь, выпекать, мантоварка ей. Вот эта чудушница неописуемой красоты. Тут можно и блинчики, и вареники. Как раз вот то, что моя Машенька будет делать. Это вот замечательные 2 чайничка, вот таких кругленьких, красивых. Один заварочный, а один, чтобы кипятить воду. В общем, девочки, я очень довольна. Я хочу сказать, что посуда пришла через транспортную компанию, деловые линии. Все вот это вот. И еще, девочки, вы меня простите, там стоит в прихожей